Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Президент Абхазии Аслан Бжаня принял делегацию российского футбольного клуба «Зенит» во главе с председателем Совета директоров клуба Еленой Илюхиной. В составе делегации генеральный директор клуба Александр Медведев, его заместитель Максим Погорелов и директор Центра повышения квалификации тренеров футбольного клуба «Зенит» Сергей Морозов. Приветствуя гостей, Аслан Бжаня отметил, что привлечение молодежи к занятию спортом – одна из приоритетных задач руководства республики. Я очень рад вас видеть. Рабочая неделя непростая. Для меня очень приятно, что мы с вами встретились в пятницу вечером, потому как вы приехали с очень приятной миссией, с добрыми намерениями. Это меня радует. Добро пожаловать в Абхазию. Хотел бы, чтобы вы были частыми гостями. Знаю о ваших планах. Они имеют непосредственное отношение к воспитанию подрастающего поколения. Они имеют непосредственное отношение к тому, что жизнь наших людей делает более счастливым. Поэтому ваша миссия благородна, и мы вам за это признательны. В Адлере был дождь. И Сергей Юрьевич уже говорит, у нас в Абхазии тепло. Поэтому я хочу сказать, что те, кто уже здесь побывал, вроде бы всего лишь неделю, хотя Сергей Юрьевич уже достаточно часто здесь был и много знает об Абхазии, очень любит ее, но уже и другие начинают соотносить себя с Абхазией как с чем-то своим, добрым, теплым. Это очень здорово, на самом деле. Возвращаясь к нашему разговору телефонному прошлой осенью, я вот от имени «Зенита» пообещал, что мы обязательно приедем и привезем с собой наших мальчишек. И я очень рад, что благодаря совместным усилиям, вашей личной поддержки, поддержки города, это состоялось. И вот мы видели тренеров, всех улыбающиеся лица, горящие глаза, это означает, что все идет, как мы задумали. Поэтому еще раз вам огромное спасибо. На основе подписанного соглашения наше сотрудничество будет продолжаться. И мы принимали абхазских мальчишек в Петербурге, приехали сейчас сюда. Я думаю, что это сотрудничество приведет к тому, что спорт, футбол будет развиваться успешно и в России, и в Абхазии. И мы увидим, надеюсь, увидим воспитанников абхазской футбольной школы в нашем футбольном клубе «Зенит». Народная артистка Абхазии и России Хибла Гирзма стала лауреатом премии Министерства обороны России в области культуры и искусства. Премия присуждена за популяризацию в творческой деятельности идей патриотизма и служения Родине в номинации «Музыкальное искусство». За активную работу в период пандемии COVID-19 организации российских соотечественников Абхазии награждены грамотами президента Российской Федерации Владимира Путина и памятными медалями за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Награды президента России получили Общественное объединение «Русская община Абхазии», Общественная организация «Черноморское казачье войско Абхазии», Общественная организация «Союз казаков Абхазии» и казаков-ветеранов боевых действий и Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией Отечеством и общероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе». За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 151 человека. Диагноз COVID-19 подтвержден у 6 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находится на лечении 30 человек, в тяжелом состоянии 11. В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В Ачимчирской ЦРБ 7, в Гагарской ЦРБ 14, в Ткварчасской ЦРБ 2. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 318 человек. Зарегистрировано 211 летальных случаев. Выздоровели 12 810 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Министерство просвещения и языковой политики Абхазии передало Ткварчалскому детскому саду Джамхух новые игрушки. 22 февраля временно исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба и министр просвещения и языковой политики Инал Габлия совершили инспекционную поездку по образовательным учреждениям Ткварчала. При посещении детского сада Джамхух его руководители попросили министра помочь с обновлением игрушечного фонда. Заведующая детским садом Эльвира Цвинария поблагодарила министерство за помощь и отметила, что игрушки играют важную роль в воспитании и развитии детей. Всего за счет бюджета Министерства просвещения передано 25 наименований игрушек, в основном развивающих. Во время инспекции министра совместно с выполняющим обязанности премьер-министра было решено закупить детскому саду игрушки. Такие инспекции будут и в других районах, в других дошкольно-образовательных учреждениях. Детский игрушечный фонд страдает, нужно обновлять, и мы будем поэтапно, по мере возможности, обновлять в детских садах. А сегодня мы надеемся, что эти игрушки обрадуют наших детей. Все игрушки были закуплены за счет бюджета Министерства просвещения и языковой политики. Хочу выразить благодарность всем, кто постарался, кто выбирал эти игрушки. Мы знаем, насколько велика роль игрушек в воспитании, в развитии детей, потому что это основное, с чем наши детки играют, проводят свое время. У нас и игрушки есть, конечно, но просто мы хотели побольше развивающих, новых, обновить игрушки. И вот когда у нас были высокие гости, мы, конечно, первое, о чем их попросили, это о том, чтобы они нам по возможности сделали такой приятный подарок. И вот вскоре мы были приглашены, и вот столько чудесных подарков получили. Мы повезем сегодня своим деткам в детский сад. Я думаю, они будут очень рады. 26 марта отмечает день рождения народная артистка Абхазии Виолетта Ман. Ей было всего 16 лет, когда она получила звание заслуженной артистки республики. Столь высокой оценки было удостоено исполнение песни «Колыбельная», в которой рассказывается о трагедии абхазского народа – махаджирстве. Выросшая в семье певца и актера Сухумского драмтеатра Владимира Ман, Виолетта с детских лет выступала с отцом в государственном ансамбле народной песни и танца, а затем и на эстраде. Она, казалось бы, должна была стать певицей, однако решила связать свою творческую судьбу с драмтеатром. Ею сыграно множество ролей в разных жанрах. Виолетта Ман снималась и в кинофильмах «Белый башлык», «Колокол священной кузни», «В ночь на новолуние». Записано немало песен в ее исполнении, в том числе их дуэт с отцом. Звонкий, чистый, необычайно богатый оттенками голос Виолетты Ман не оставляет равнодушными тех, кто хоть раз его слышал. Презентация сборника молодого поэта Валерия Базарова «Поэзия сухумских дней» состоялась в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир. В нем собраны стихи, посвященные архитектуре Сухума. Это первая книга поэта, изданная в Москве единым тиражом. Валерий Базаров родился и вырос в Абхазии. В настоящее время студент первого курса филологического факультета АГУ. В свои 18 лет он член Международного союза поэтов города Санкт-Петербург, номинант Национальной литературной премии Российской Федерации «Поэт года». Валерий увлекается поэзией на протяжении 5 лет, и он автор более 230 стихотворений. Моей музой является в первую очередь Господь. Я беру начало оттуда, потому что не представляю, как можно писать стихи без какого-либо вдохновения. У многих авторов это разный источник вдохновения. А у меня в данном случае Господь, естественно, Абхазия, страна, которая называется благословенной и Божьей страной. За 2019-2020 годы молодой поэт выпустил 2 сборника стихотворений в электронном формате «Вальс. Свобода и любовь». А вот сборник «Поэзия сухумских дней» – первая книга автора, изданная в Москве единым тиражом. В нее вошли стихи, посвященные архитектуре Сухума. Я больно переживаю за нашу архитектуру, естественно, выражаю правдивый взгляд человека, который ежедневно проходит мимо разрушенных зданий, также отреставрированных зданий. Я выражаю свое
свое восхищение и свое переживание. После окончания школы у Валерия Базарова была возможность поступить в Москву в литературный институт имени Горького. Он даже сдал вступительный экзамен, но в последний момент передумал ехать, так как считает нужным искать свое начало на родине. На презентации сборника «Поэзия сухумских дней» автор прочел несколько стихотворений. В стеснении стоят дома среди блочного позора. Не только в наших городах, их и в соседних странах много. Не видно в этой темноте того, что возводили предки, но лучше станет нам тогда, когда не будем видеть это. Потеряно пока не все. Наследие, конечно, чахнет. Забыть бы нам о том былом, чтобы впредь сердца не ранить. Свои стихи Валерий Базаров пишет с помощью печатной машинки, которую приобрел в Санкт-Петербурге. Поэт уверен, что так ему лучше удается переносить мысли на бумагу. Презентация сборника проходила в формате вечера поэзии, и друзья молодого автора также имели возможность прочитать его стихи. Пусть мы останемся навеки такими, как сейчас живем. Не надо больше крови этой. Не нужно все сжигать дотла. Не нужно больше разрушений. Пусть не вернутся времена, где только боль и унижение. Гости презентации отмечали многогранность и неповторимый стиль молодого поэта Валерия Базарова. Творчество Валерия Сергеевича для меня является очень ярким примером того, как человек не боится высказывать свое мнение сегодня, не боится идти вперед и развиваться в том, в чем он уверен. В этом возрасте иметь такую глубину, я не знаю, откуда это он был. То есть такое ощущение, как будто он прожил прям целую жизнь. И вот даже сейчас я говорю, у меня прям в душе аж трепет больших и творческих ему успехов и реализации всех его просто желаний, возможностей. В будущем Валерий Базаров намерен выучиться на историка, при этом не оставляя любимого дела и радуя своих читателей новыми произведениями. Алика Трапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Жизнь любого человека в цивилизованном мире немыслима без интернета и социальных сетей. С их помощью мы получаем необходимую информацию, узнаем последние новости, а также общаемся с людьми. Кроме того, социальные сети стали площадкой, где каждый человек может поделиться своей проблемой, высказать свое мнение. Однако многие используют данный ресурс как достижение определенных целей, порой переходя дозволенные рамки. Мы пообщались с активными пользователями абхазского сегмента Facebook. Репортаж Эсма Гуланзе. Интернет и социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Каждый день мы листаем ленту новостей, переписываемся с друзьями, читаем статьи и посты в различных сообществах. В Абхазии социальные сети давно стали популярной информационной площадкой. Абхазский сегмент Фейсбука, как и само общество, разный. В нем много политики, социальных проблем, личной и публичной жизни. Активный пользователь Фейсбука Виолетта Кация больше 10 лет живет в Швеции. Для нее Фейсбук – это в первую очередь способ связи с родиной, возможность наблюдать за общественными процессами, происходящими в стране. Виола является администратором нескольких групп. Я как будто вот нахожусь дома, общаюсь с друзьями, с родными, и потихонечку как-то меня то туда, то сюда завлекло в процессы, как это сказать правильно, общественной политики вот этой нашей. По возможности реагируем, но я одна из тех, которая вообще не приемлет вот это вот сказала-мазала. Я противница всякой вот этой, если это можно сейчас сказать, вот этой вот грязи, которая происходит у нас. И очень болезненно отношусь ко всему этому, потому что довольно-таки мне неприятно, что мы, взрослые люди, там можем себе позволить какие-то высказывания, в основном анонимно. Вопрос анонимности в интернете – щепетильная тема, у которой нет однозначной трактовки. С одной стороны, анонимность дает некоторые преимущества. Человек может свободно высказать свое мнение, не боясь давления со стороны. С другой, скрываясь за псевдонимом, люди зачастую публикуют необоснованные оскорбления, ложь, угрозы, провокации, используют подлог фактов. Основная масса анонимов, тоже я их опасаюсь. В плане того, что то, что сейчас происходит, и то, что льется именно с уст анонимов, я иногда даже это как бы считаю опасным.
Опасным не просто так вот, а вот опасным именно для личности человека, за которого они говорят. Люди могут пострадать, они даже не несут за это ответственности. И в уме где-то там внутри, возможно, они до конца не понимают того, что может произойти. Они думают, что сегодня они здесь анонимы, а после того, как они выходят с Фейсбука, это все ушло и там в Фейсбуке осталось. Нет, на самом деле это не осталось в Фейсбуке, это вышло. И это отражается, отпечаток оставляет на жизни определенных людей. Анонимность часто используют в политических целях. Одни создают определенный посыл и стратегию, другие распространяют информацию. Я бы не сказала, что категорически против анонимных пользователей. Есть анонимы, которые очень грязно подают информацию. Да? Мы это все наблюдаем на просторах интернета, какая подача бывает у некоторых людей. А также есть анонимы, которые просто побаиваются чего-то или же не хотят светиться, рассказывают какие-то, все, что происходит в стране. Мы тщательно фильтруем это. Мы должны все равно как-то бороться с ними, те, которые оповещают нас какими-то такими негативными новостями, переходят на личности, оскорбляют, унижают и руководство, и простых комментаторов, людей, на людей нападают. Я считаю, что эти люди не патриоты своей страны. Я считаю, что эти люди работают на то, чтобы общество раскололось. Это тоже своего рода работа человека, он этим живет. Он живет этим негативом, он получает удовольствие от того, что он действует так на психику людей, собирает такой негатив. И я не исключаю то, что этот человек работает именно на то, чтобы расколоть общество. Это нужно всегда подчеркивать. Поэтому я всегда призываю людей, благоразумных, адекватных людей, чтобы они не реагировали на таких грязных анонимов. Нет сомнения в том, что социальные сети влияют на формирование личного и общественного мнения. То, что мы видим и читаем, то, что исходит от нас, создает наше мировоззрение, отражает мысли и поступки. Что такое апсуара? Это ведь не только набор правил и догм. Это постоянная борьба с безнравственностью в себе и окружающем мире. На просторах абхазского Фейсбука есть немало позитивных и добрых групп. Аляса Кочахия, администратор сообщества памяти павших за Родину. Цель этой группы – рассказать подрастающему поколению о наших героях. Эту группу не я создавал, ее создавали ветераны войны. Я просто вовремя подключился и развил тематику группы до максимума. Это очень полезное дело, как раз таки отвлекающее от политики и вечных перепалок. В группе 4283 участника, публикаций в 2 раза больше, уже около 12 тысяч %, 80% всей информации каким-то образом загружена именно мной. Но люди, конечно, комментируют, это им интересно. Раньше вообще эта группа была в авангарде абхазского Фейсбука. Почему этим занимаюсь? Энтузиазм и интерес к истории. Фейсбук, безусловно, информационное пространство с массой верифицированных СМИ со всего мира. Но когда мы говорим о нашем абхазском сегменте, немного доливает грусть. Абхазский Фейсбук – это отдельный случай. По большому счету, это для нас развлечение. Но у многих просто с серьезным лицом. Блогеры, громко сказано, скорее энтузиасты, с таким зачастую узким диапазоном мыслей и тем. В основном все в политику сваливается. К тому же многие пишут неграмотно. Просто в основном идет такой поток эмоций с капслоком. Интернет – это огромная библиотека, кладезь знаний, открытых для каждого человека. Однако нужно помнить, что любую сетевую информацию нужно фильтровать и не забывать о нормах и правилах поведения, которых мы стараемся придерживаться в обычной жизни. Эсма Голанзе, Абхазское телевидение. В Рицинском национальном реликтовом парке готовятся к летнему туристическому сезону. Недавно здесь приобрели специальный трактор для расчистки дорог от снега и камней. Новую технику уже активно используют. В этом убедилась наша съемочная группа. Репортаж в Иордании.
Работы по расчистке Рицинского национального реликтового парка начинаются именно отсюда, с 14-го километра. Причем сотрудники парка делают это так, чтобы не повредить редкие растения, как, например, вот этот самшит. Контрольно-пропускной пункт в Рицинский национальный реликтовый парк расположен на 14-м километре автотрассы. Если работы по расчистке дороги к озеру Рица начинаются отсюда, то за растениями здесь ухаживают уже при въезде на территорию села Бзыбь. Благодаря усилиям специалистов удалось сохранить самшитовые деревья, которые находятся под угрозой исчезновения. Мы не делаем так, что это национальный парк, а это территория Бзыби. Мы сплошное лечение ведем. Наша техника с помощью экологической службы, с помощью Министерства экологии, которые обеспечили нас лекарством, всякими химикатами. Мы боролись с этой гневкой, и мы видим каждый раз улучшение. За состоянием заповедника здесь следят круглый год, но сейчас работы ведутся особенно активно. Совсем скоро лето, поэтому сотрудники стараются максимально подготовиться к началу туристического сезона. Мы хотим успеть к маю месяцу, начало сезона, расчистить, во-первых, все бордюры, те, которые много лет не расчищались, я имею в виду от зелени, от зарослей вот этих вот. Эта работа будет проходить с 14 по 44 километр. Чтобы гости могли наслаждаться живописными пейзажами, которые открываются по дороге на озеро Рица, сотрудники коммунальной службы совместно с инспекторами лесного хозяйства будут расчищать от зарослей и колючек и территорию за бордюрами. Такие работы проводились и ранее, но, как отметил главный лесничий, не так масштабно. Кроме того, сейчас активно расчищают от снега дорогу на Рицу. Ведь если подняться выше к самому озеру, можно увидеть, что весна здесь еще не наступила. Идет снег. Снег нас, честно говоря, удивил. А почему вы думали, что снега здесь нет? Да, честно говоря, думали, что снега нету. Вы думали, что он уже растаял? Да, хотелось, потому что... В марте 2020 года снега здесь уже не было, даже в самой северной стороне озера. Сейчас осадков выпало вдвое больше. В прошлом году весь зимний период покров снега не превышал 1 метра 80 сантиметров, а в этом году достигает до 3,5 метров. Дороги здесь расчищаются по мере выпадения осадков. Чтобы облегчить эту работу, руководство национального заповедника приобрело современную спецтехнику – снегоочиститель. Трактор был собран Тихвинским машиностроительным заводом «Спецстроймаш». Заказали технику еще в октябре 2020-го, но из-за пандемии завод не работал, и поэтому трактор был доставлен только в марте 2021 года. За изготовление и перевозку техники национальным парком оплачено 10 миллионов 510 тысяч рублей. В нашем хозяйстве появилась боевая единица. Это трактор К-800 снегоуборочный. На сегодняшний день это уборка снега, но как многие говорят, как многие об этом думают, этот трактор не только для уборки снега. Он будет задействован в уборке дорог. То есть скоро у нас будет открываться дорога в сторону Аватхары. Там на дороге лежат огромные валуны. Дорога загрязнена и деревьями. Этим всем будет заниматься наш новый трактор. С ним будет намного удобнее. В такой технике Рицинский парк нуждался давно. Как известно, в зимние месяцы озеро Рица пользуется особой популярностью. Насладиться снежным пейзажем сюда приезжают со всех уголков мира. Сейчас дорогу расчищают к молочному водопаду. С помощью трактора К-800 можно расчистить большие участки дороги. Если сравнить с прошлой работой маленьких наших тракторов, у нас заключалась проблема вот в чем. Проходя, трактора оставляли на дорогах огромное количество снега, которое уменьшало саму дорогу. На сегодняшний день с этим проблем у нас уже никаких не будет. При любом снегопаде дорога у нас останется такая же широкая, как и в обычный повседневный бесснежный день. То есть заторов на дорогах у нас уже не будет. И еще одна хорошая новость. Совсем скоро в Национальном Рицинском парке начнется ремонт дороги. Километрами будет меняться дорожное покрытие. То есть на сегодняшний день вы заметили и видели это состояние дорог, оно нас всех волнует, мы за это переживаем. Конечно же, об этом говорят и наши водители. Ремонт дороги будет финансироваться за счет средств государства и национального реликтового заповедника. Проект также будет поддержан инвестпрограммой. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.
Начались продажи единого билета из регионов России в Абхазию и в обратном направлении на курортный сезон 2021 года, сообщается на сайте Единой транспортной дирекции. Перевозки будут осуществляться с пересадкой на ЖД вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в 5 городов Абхазии – Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Воспользоваться единым билетом можно будет при путешествии как на поезде до ЖД вокзала Адлера и далее на автобусе, так и на самолете до аэропорта Сочи и далее на автобусе в Абхазию. Перевозки осуществляются на комфортабельных микроавтобусах. Многие туристы выбирают Абхазию для отдыха и в межсезонье. Безусловно, сюда их влечет экологически чистый воздух и природа, даже зимой необыкновенной красоты. Горячие источники села Кындык уже давно славятся своими целебными свойствами и являются одним из наиболее востребованных туристами мест отдыха. Репортаж Сарии Кварацхелия. Всеми известное место на окраине села Кындык – горячий источник хлоридной кальциево-натриевой воды. Это необыкновенный природный комплекс, состоящий из скважин с минеральной водой для питья и открытых источников для принятия ванн, гидромассажа, целебных грязей. Место известное и любимое не только у жителей республики, но и у отдыхающих, которые приезжают из разных уголков России. Приехал из солнечного Адлера. Уху! Впечатления незабываемые. Хочу найти здесь жену и остаться навсегда. Виталий Перепенко, всем привет. Мы рады, что мы сюда добрались. Мы как раз, в принципе, у нас была одной из целей сюда приехать. Мы посетили Гагру, Сухум, и вот теперь сюда доехали. Вот, в целом нам очень нравится. Очень хорошо, что есть такое место, где можно отдохнуть душой и телом. Нам все понравилось. Будем всем друзьям рекомендовать это место, всем знакомым, родственникам. Обязательно вернемся сюда. Март – первый месяц весны. Уставшие от холодной зимы люди по мере возможности пытаются сменить обстановку. Некоторые едут в жаркие страны, чтобы насладиться теплой морской водой и золотистым песком, а другие, вопреки всем традициям, выбирают для отдыха самые необычные маршруты. Нам очень нравится данное место. Оно очень расслабляет, приводит в тонус и просто отдыхает все тело. Первый раз на эти источники, довольны, все замечательно. Спасибо большое. Абхазия. Это же она встретила нас радушно, да? Обогрела, накормила. Разгар туристического сезона на горячих источниках ближе к июлю. Однако уже сегодня здесь немало так называемых туристов-однодневок. По мнению владельцев комплекса, такое количество отдыхающих в марте связано с закрытием границ из-за коронавируса. Эти люди не выезжают за границу. Они все свои денежные капиталы, что имели, оставляют и в России, и в Абхазии. Я все смотрю в соцсетях. Слушаю нашего министра по туризму, столько он работает везде и со всеми общается, договаривается. Это же все в пользу нас и всей Абхазии. Туристы привозят, экскурсоводы наши. У нас хорошие экскурсоводы, прекрасные. Они им все рассказывают про Абхазию и, естественно, про наш источник. И вот они приходят к нам. Сердце кындыкского курорта – гейзер. Температура воды в нем достигает плюс 110 градусов. Вода выводится наружу на специально оборудованную площадку с помощью труб. Поток падает с высоты нескольких метров, создавая эффект гидромассажа. Другие трубы подведены к 4 бассейнам с водой разных температур. Мы приехали из Ульяновска. Очень мечтали побывать на горячих источниках. Это вообще божественно, завораживающе. Ну, чудеса. Случайно попала сюда и очень довольна. Вот случайно пришлось купальник тоже купить ради такого дела. В общем, я счастлива и приеду обязательно еще раз, когда буду в этих краях. На кындыкских источниках всегда многолюдно, так как здешняя вода лечит болезни суставов и опорно-двигательного аппарата, артриты и артрозы, травмы и гинекологические заболевания. Трудно поверить, что 14 лет назад здесь была свалка мусора. Тут не было ничего, кроме верхнего гейзера. И вот тут отдыхали мои братья, это идея моих братьев. И они вот подумали, а на охоту ходили, но тут уже лес было, ходили на охоту и подумали, давай вот тут пустим один желоб, и посмотрим, что будет. Они сами для себя. И вот один желоб, 2 желоба, вот это, которая вода сверху течет, сделали, видеть, что интерес людей получилось, и начали люди ходить. И они вот и за счет этого увидят, что людям это нравится, и местным нравится. И приезжие, тогда мало их было, 1, 2, 3 человека, и заинтересовало это их.
И они это решили вот это все почистить, облагородить и сделать вот это. И это все они сделали мы семейно, своими силами, своими средствами. Семейный бизнес Чкония сегодня процветает. Помимо членов семьи здесь работают и местные жители. Несмотря на пандемию коронавируса, всем сотрудникам ежемесячно выплачивалась зарплата, отметила Джульетта Чкония, делясь с нами планами. Мы хотим детский бассейн сделать обязательно, построить детские сады, туалеты мы обязательно должны построить. Мы уже построили, только мало осталось. Доканчиваем и делаем у нас, и сделаем раздевалки побольше еще. Ну как я вижу, некоторые хотят раздевалки теплые. У нас рассчитано на летнее все. У нас зимой людей не было никогда, и мы никогда не рассчитывали на зимние раздевалки. Но посмотрим, как пойдет. Если у нас будет и зимой люди, и будет движение у нас в Абхазии с туристами, может, мы будем иметь зимние раздевалки тоже. В селе Кындах есть еще один источник. Он был открыт около 5 лет назад. Здесь пока людей немного. Как пояснил управляющий комплекса Сурам Липсая, пока не сезон. Мало нас знают. И то, что есть, готовимся к лету. Мы уже знаем, что от отдыхающих, что надо добавлять, что надо делать. Они тоже нам говорят, подсказывают, что им это надо, то надо. Ну, вот это пожелания у них обычно? Ну, как пожелание, чтобы чистота была, чтобы порядок, тут свалка мусорная была, чтобы было вообще даже пешком невозможно было спускаться. Сам источник там выходит, а наверху 8 больших бассейнов огромных, и мы через них пропускаем, остывает вода, и все, что видите, это все сделано руками. Осенью, зимой и весной приезжих на источниках мало, но те, кто освоил отдых в Кындахе, не променяют его ни на какой другой. Разница температуры между горячей водой и чистым холодным воздухом оставляет незабываемые впечатления. При этом всем любителям горячих процедур не стоит забывать о противопоказаниях и прежде чем окунаться в источник, проконсультироваться с врачом. Сария Кварацхеля, Инала Гухава, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению синоптиков, в пятницу, 26 марта в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу со второй половины дня и в воскресенье ночью дождь. В предгорьях и горах дождь со снегом. Снег. Температура воздуха ночью 2,7, днем 6-11 градусов тепла. Температура морской воды плюс 10 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего и до свидания.